Ну, лично я сегодня нацелен на кино, которое может посмотреть максимально большое количество зрителей, раз. Второе, кино, за которое мне самому будет не стыдно. Еще для меня очень важный критерий, чтобы желательно это кино моей дочке понравилось. Вот скажем. Чтобы было интересно, чтобы было не скучно, чтобы не было каких-то, я не знаю, провокаций, ну, в каком-то таком опасном смысле. Провокативные вещи, это особенно в наше непростое время, задеть за живое народы и страны легче легкого. В первую очередь развлекать, интересное кино, интересное массовому зрителю кино. Я однозначно за российское кино, болею за него, сам делаю. Раньше мы прокатывали американское, и не только, и европейское кино. И я всегда следил за всем, что выходит в мире. Но сейчас я двумя руками за наше русское кино, за российское кино, потому что сами его производим. Меня иногда раздражает американское кино в смысле того, что занимает много места, мешает русским картинам. И у меня есть такой какой-то определенный фактор раздраженности против этого. Но, наверное, это все-таки здоровая конкуренция. И если ты продюсер русского кино, то сделай такое кино, чтобы оно победило бы в честной борьбе конкурентной американское. Будем стараться честно воевать, если так в кавычках можно сказать. Учиться у них мне никогда не помешает. Они, конечно, в кинематографичном смысле намного впереди нас. И все равно они в авангарде и в технологичном, и, наверное, в сценарном, и во многих смыслах. Но все равно даже, я вам скажу, что даже, наверное, труднее делать, если вы говорите об адаптациях, труднее делать адаптации, чем писать оригинальные сценарии, потому что там всегда есть соблазн просто скопировать то, что ими сделано. Причем качественно сделано. Но вот этот соблазн самый опасный, потому что все равно тогда это будет скопированное американское кино, которое, скорее всего, у нас не найдет успеха. Ты должен, то есть талантливо как-то отразить ту историю на нашу действительность. И это реально там зачастую сложнее. Нашему зрителю интересна история про наше общество. Если ты сумеешь там хороший американский сериал талантливо перенести на нашу почву, то это и неплохо. Но вот возвращаясь к теме, скажу, что главное, это что? Это сценарий. Успех кино на 50% зависит от хорошего сценария. Мы лет 5-7 как думали и пытались купить права на некоторые американские фильмы или сериалы, которые в результате хотели адаптировать сюда. И вы знаете, мы пришли к выводу, что все-таки мы этого делать не будем, будем разрабатывать свои оригинальные идеи, потому что сложно, вот Арам рассказывал, действительно сложно взять его так, практически не перекладывается так, чтобы ты взял и переложил бы на нашу почву. Очень много все-таки нюансов, тонкостей, ментальных различий существует, и поэтому легче сесть и все-таки придумать оригинальную идею, чем адаптировать западную. Я, по крайней мере, ни одного, так, навскидку, удачного опыта. Разве что обратная сторона Луны. Я слышал, что она на 50% переработана. Об этом и речь, что да. они А тогда правильно адаптировали. платить деньги западникам становится бессмысленным. Если ты берешь и все меняешь, делаешь в результате совершенно свое, то зачем им платить деньги и покупать у них формат, права на экранизацию?